Давным-давно где-то на севере в глухом лесу жила-была семья. Мать и отец да маленький сынишка. Было ему 4 года, а звали его Урен. Вели кочевой образ жизни. Пасли оленей, а папа добывал им еду. Оленей у семьи было много. С наступлением осени отец заходил на долгие дни на охоту. Урен с матерью оставались в юрте одни, с оленями да щенками. Каждый вечер перед сном мама рассказывала сыну сказки. Сказки были очень интересными и волшебными. Мальчик-сирота жил с бабушкой да с дедушкой в глухой тайге. Жили бедно, но дружно. Мальчик так сильно тосковал по родителям, которых он недавно потерял, потому и отказывался верить в чудеса. Как вдруг в канун Нового года к нему на белых оленях приехал Инин Амака. Привез мальчик много сладостей да игрушки. Урен спросил у матери, а кто такой Инин Амака? Инин Амака — это Беркен Хасун, который спас наш мир от напасти злых духов Абахи. Давным-давно в необъятных таежных просторах жил и охотился славный сын векийского народа Беркен Хасун. Как-то раз Беркен Хасун так увлекся охотой на зверя, что не заметил того, как далеко он отошел от своего стойбища. Убил Беркен Хасун зверя, упал замертвый зверь на землю и превратился в Абахи из Нижнего мира. Вот тогда Беркен Хасун понял, что почему он так долго выслеживал и гнался за ним по тайге, путал его зверь по лесу и уводил подальше от стойбища. А в это время узнали Абахи Нижнего мира, что Беркен Хасун убил одного из них. Осерчали они и решили подняться на средний мир Дулин Буга, отомстить за него, и наслали пургу из снежного юга, чтобы иссякли силы Беркена Хасуна, и не смог он вернуться к своему стойбищу. Но недавно прославился среди своих сородичей Беркен Хасун и смекалкой и ловкостью сильнейшего охотника. Выкопал Беркен Хасун в снегу убежище и залез в снегу. Длилась пурга 3 дня и 3 ночи. Выбрался Беркен Хасун из своего убежища, огляделся вокруг, видит, окружили его разгневанные Абахи Нижнего мира. Обликом были они настолько безобразные и ужасные, что охотник остепенел от ужаса и омерзения. Началась битва между добром и злом. Нападали на него Абахи со всех сторон, и казалось, что им не мешает их. Понимал Беркен Хасун, что иссякать его сил, но желание защитить свой мир и своих сородичей придавало ему силы. Вот одолел он последнего Абахи и упал без сил на землю. Истратил все свои силы на борьбу, не сможет больше подняться, и обратился он к духам своих предков. «Предки мои, дайте мне сил вернуться к стойбищу, да продолжить мой род». Услышал Эникен Буга мольбы о помощи Беркен Хасуна, спустился к нему и говорит: «Вернуть тебя к живым сородичам я не могу, но дам я тебе дар. Ты будешь приходить к своим сородичам 1 раз в год, с наступлением зимы. Так ты сможешь помогать своим вечно». Сорвал он ветку тальника, да с неба полярную звезду. Сотворил он посох волшебный и протянул Беркен Хасуну: «Будь тебе добрым духом зимы, будь помощником своим сородичам. Суровую зимнюю пору нарекай тебя именем Инин Амака». Опираясь на волшебный посох, встал Беркен Хасун крепко на ноги и почувствовал небывалую силу. И с тех пор помогал он заблудившимся охотникам найти дорогу домой. Ударил наши леса многими зверями, а в самый сказочный волшебный день в году он дарит подарки детям. Урен спросил: «А он ко мне придет на Новый год?» Мама ответила ему: «Возможно, надо верить и ждать. Тогда к тебе придет добрый дедушка Инин Амака». Вместе с родителями написали письмо Инин Амака. Наступил декабрь. Мальчик все время выбегал и все так же ждал прихода Инин Амака. Вдруг издалека послышались крики ворона, следом звуки колокольчиков и топот копыт оленей.
Мальчик вскрикнул от радости и с восторгом начал кричать, звать своих родителей. Вся семья замерла от прихода Инин Амака. Менду митнился родичал, бенду амолгичан, урен омакта анганит, сказал Инин Амака. Не стали волшебника ботана свои подарки для маленького мальчика Урена. Подарив свой подарок, поспешил в путь дорогу к другим детишкам, которые так же, как Урен, ждали его прихода. Урен долго стоял и смотрел, как добрый дедушка Инин Амака на белых священных оленях исчезал вдаль за горизонтом. Мальчик Урен каждый год будет так же верить и ждать доброго дедушку Инин Амака. И все-таки чудеса случаются, надо только очень сильно верить.